Здравствуйте, меня зовут Петр. Я хочу вам рассказать историю, которая ломает стереотипы. Родился я в городе Покровске, а моя родная деревня называется Тит-Ары. Это Хангаласский улус. Была у меня полная семья, но я, к сожалению, ничего не помню, ничего не знаю, как у них там все было, так как я был в слишком маленьком возрасте. Но я помню, как у меня фрагменты в памяти остались, что когда я был маленький, меня мама, мы с ней по лесу бежали, в темноте как будто от чего-то убегали, она еще кричала: давай быстрее, 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 и все. Нас было двое, я и мой старший брат Александр. Когда мы были маленькие, то, получается, нас разлучили. Мама забрала меня в Якутск, а брата оставила там. Он страдает болезнью Дауна. Мне кажется, мама сделала такой выбор, потому что он бы просто не смог бы выжить в таких условиях, в которых я находился. Я не знаю, может, она интуитивно это сделала, но, наверное, все-таки такое объяснение только могу дать. Получается, мать, когда меня в город забрала, она оставила у меня у своей подруги и сказала то, что вернется. В итоге она не вернулась, и от безысходности подруга меня унесла в детский дом. Если я в детском доме оказался в 4 года, то мне, наверное, было где-то 3 года. Если был бы постарше, возможно, была бы какая-то травма с потерей, то, что меня там оставили. Но так как я был слишком маленький, в маленьком возрасте, чтобы об этом помнить, у меня ничего подобного не было. Я просто жил спокойно. Иногда вспоминал просто про родителей. Я не знал, как они выглядят, а просто у себя в голове изображал их. То есть иногда мне, когда я в детском доме был, смотрел на небо, там летали самолеты, мне хотелось иногда, чтобы ко мне приходили родители, я их представлял всегда красивыми. Я детскому дому очень благодарен, потому что он дал мне многое. Не совсем полноценно, но на какое-то время они могут заменить. Когда я перешел в речевую школу-интернат, то там, да, уже, то есть мы стали, пока я был маленький, нас не трогали, как только стали старше, нас стали бить. Там вещи такие довольно-таки нехорошие происходили, там и пили. То есть воспитатель, он просто делал свою работу и уходил на ночь. А то, что ночью происходило, об этом никто не видел, ничего не знал. Когда я стал старше, я, наоборот, никого не обижал. То есть я не становился такими, как они. То есть, и не должен был, потому что они ни в чем не виноваты. Есть такой один любопытный факт. Даже будучи я в таких условиях, без родителей в детском доме, я был добрее, чем были дети с родителями. И то есть до сих пор. А так, да, дети из детского дома, они такие негативные довольно-таки. Я так думаю, потому что просто энергию девать некуда. То есть у нас там, я помню, в интернате все время двери сломаны, стены там пробиты, потому что просто банально дети не занимаются никакой физической активностью, то есть не тратят свою энергию, и они свою энергию превращают в негатив. Воспитатель не может контролировать все 24 часа, что там происходит, потому что детей очень много, полный дом. Он может только свою выполнить обязанность и уйти, но все равно он не сможет уберечь ребенка от того, что может быть. То есть ребенку уже надо самому как-то это стараться. Когда у ребенка, если нет родителей, нет каких-то людей, которые отвечают за его жизнь, то тогда ребенок начинает искать в каком-то человеке, возможно, родители, возможно, просто доброго человека. И для меня этим человеком была Маргарита. Она была нашим воспитателем, относилась ко мне хорошо и даже деньги мне давала, чтобы я что-то покупал. То есть такие довольно-таки теплые отношения у нас были. Я сначала учился в речевой школе-интернат до 5 класса, потом меня надо мной опекунство оформили. Родители были довольно-таки обеспеченными, оба предпринимателя, у них был свой бизнес, то есть я жил в коттедже. Первый год, конечно, я очень много ел фруктов, сладкого, потому что тогда, когда я жил в интернате, у нас этого ничего не было. И то есть мне покупали фрукты коробками, я прямо коробками ел. На протяжении года, наверное, так ел, пока не перенасытился. То есть очень ходил в кино, у меня все время в карманах деньги были. Поначалу было все хорошо, лет 5, а потом то ли я стал немножко портиться, то ли они, я не могу сказать, кто виноват. Скорее всего, обе стороны виноваты. Немножко трения было. Я почему-то тогда почувствовал такой момент, что мне пора уходить, то есть идти своей дорогой, становиться уже таким самостоятельным, и поэтому я не вернулся. Я не сломался, потому что я на тот момент, как и всегда, занимался
спортом. Я поступил в Якутский институт водного транспорта, в гидротехническое отделение водных путей. С института я увидел, на первом этаже находится тренажерный зал. Я учился, все нормально, и в свободное время занимался. То есть мне это очень нравилось, какое-то удовольствие доставляло. Прямо в конце второго курса меня забрали в армию, то есть они не дали доучиться, забрали в армию. Год я был в армии с 2011 по 2012, это был город Владивосток, отдельно береговой ракетный полк. Там я год, свой долг, получается, родины отдал. Там я был командиром отделения, у меня своя рота была. После этого я стал работать уже в навигации ходить. Где-то на 4-й год у меня какие-то стали мысли приходить вообще, что я здесь делаю в этой навигации. И получается, был у меня отпуск. Во время отпуска, то есть, и вдруг резко я принял решение полностью поменять сферу. Тогда мне уже нравился спорт, я сразу же пошел, написал заявление об увольнении, у меня в городе ничего не было, ни пристанища, ничего, но даже меня это не испугало. Работу мне пришлось делать колоссальную, не только в плане тела, стал духовно еще развиваться, и у меня тогда стали открываться возможности, то есть меня стали куда-то приглашать и тому подобное, потому что я как-то что-то в сознании изменилось, в мышлении, и я стал как-то по-другому смотреть на мир. То есть совсем по-другому реагировать и тому подобное, как-то все стало бурно меняться. Я, получается, 2017-2018 год участвовал на Гран-при Саха по бодибилдингу и фитнесу. 2 года подряд занял 4-е место. Я никого не могу судить и ничего плохого не могу ни о ком говорить, потому что таких детей, как я, очень много. И за всеми не уследишь, как бы ты ни старался. Поэтому тут все-таки уже самим детям как-то придется выкручиваться из ситуации. То есть родители им дали жизнь, и это, пожалуй, самое дорогое, что у них есть. И теперь уже, и даже если такая ситуация произошла, что ты без никого остался, ты должен уже самостоятельно как-то выстраивать свою жизнь. То есть уже ты должен понимать, что у нас мир, на самом деле, достаточно жесток, но он еще и очень хороший на самом деле. Если он будет трудолюбивым, упорным, если он будет не просто идти вперед, а еще делать это с чувством, с толком, с расстановкой, то есть думать, понимать, и то все у него получится. Терпение, правда, надо, это потому что может растянуться на долгие годы. У нас же жизнь на длинную дистанцию, то есть это не быстро все происходит, и надо это понимать, что на тебя сразу сию минуту не упадет там слава, деньги, признание или любовь, то есть это все надо заслужить. Это значит, надо проявить какие-то свои определенные качества. Но чтобы их проявить, надо их сначала выработать. Когда что-то не так происходит, надо еще сильнее тогда над этим начинать работать. То есть не так, чтобы вот не получилось, все, не буду это делать. Нет, надо наоборот ускориться, поднабраться силы и идти еще дальше. То есть если такое происходит, значит, эта ситуация требует от тебя в 2 раза больше усилий, чтобы ты еще сильнее стал, а не потому, что у тебя там что-то не получилось. И до сих пор всякие соблазны есть, но просто я научился себя как-то контролировать. Например, я лучше пойду на тренировку, чем куда-нибудь с друзьями, или я лучше поработаю, чем побездельничаю, или я лучше почитаю книгу, чем просто проваляюсь на диване. Окреп в таком сознании, то есть, и не даю себе поблажек. Нужно всегда стремиться, желать большего, достигать большего, то есть должны быть большие планы, надо работать тяжело, мечтать по-крупному. Я хочу быть фитнес-звездой мирового масштаба, я хочу быть как американские коллеги, выйти на такой же уровень. Неважно, где ты родился и кем ты родился, если ты этого хочешь, то он обязательно сбудется, только для этого надо принимать все усилия. То есть каждый день работать над этим.